Нина Лебедева когда-то работала библиотекарем, а потом увлеклась созданием народных кукол и организовала кружок. Много детей занимались у нее, да и сейчас, когда мастерица на заслуженном отдыхе, нет-нет, да и придут, просят рассказать, показать. Сегодня мы с вами сделаем куклу, которую делали прабабушки наши в деревне Изятлут-Кокся и в деревне Малый Изятлут. Вот смотрите, она очень интересная. Многоножка. Таниса он там да подъесыс. Сейчас мы тинтазик бачта я. Вон сколько ножек. Это делается из верхушки сосны, из молодой сосны. Игрушку делали вот такую девочки осенью, когда уже родители ехали заготавливать лес, и привозили детям, девочкам своим. Сейчас я ее раздену, покажу, из чего она состоит. Вот из фартука. Привозили из заготовки леса вот верхушки сосен. Платьишко. Это кукла младших, маленьких девочек. А старшие девочки уже делали большие куклы и уже платья шили. Не просто вырезали, а шили. И вот смотрите, вот рука, голова, туловище и ноги. Вот смотрите, я вам принесла заготовки верхушки сосен. То есть вот эта вот средняя часть, это идет на ручки. Поэтому вот вам надо вот ее вот так вот срезать. Режьте. Мы с вами будем делать... Нет, не ножницами. Вот секатор, потому что ножницы сломаются. То есть прямо... Да. Так. А вот это тоже надо ведь подровнять? А потом подровняем и ножки. Покупать новую ткань раньше не было возможности, поэтому использовали лоскутки от старой одежды. В такие куклы играли и удмурты, и русские. Старшие девочки шили платье, конечно, а младшие девочки просто вот прямоугольник, вырезали дырочку для головы и сверху так вот надевали. Вот я вам ткань принесла. Меряется просто кукла, вот, от ножек до головы. Но под руководством опытного педагога шаг за шагом на глазах появились новые куклы, очень даже симпатичные, несмотря на то, что девочки изготовлением кукол раньше не занимались. Научили меня бабушки деревни Малый Изятлут и Изятлут-Кокся. Шобина Глафира Афанасьевна, Лебедева Василиса Никоновна и Зайцева Нина Федоровна. Они мне объяснили, как делать, заготовку сделать, платье шить, и что платья были возрастные. Маленькие девочки просто вырезали платья, а старшие уже шили платья. То есть они уже применяли навыки шитья и уже потом могли себе шить. Платье шилось все вручную. А заготовки для кукол приносили родители из леса, потому что это верхушка сосны. Дети же летом были все заняты. То в колхозе работали, то домашняя работа была, когда им в лес ходить. И куклы вот начинали делать осенью, когда уже выпадает снег. И вот эта вот кора очень легко отходилась. Здесь мы, конечно, взяли уже высохшую, а так они вот эту вот кору всю сдирали, и ножки были такие гладкие, беленькие. Кукла многоножка, она стоит. Это вот верхушка сосны, просто вот она как бы наоборот. Основная часть – это туловище, и центральная часть вот ствола шла на перекладинку, которая служила руками. И обязательно был фартук, платочек, обязательный атрибут. А старшие девочки уже
могли шить варианты разные, платья были разные. И еще, что интересное, они делали непьет, куда клали вот таких малышек. Еще и поменьше делали вот таких куколок. И как бы была мама с ребенком. И вот с этими куколками они ходили друг к другу играть в гости, показывали свои наряды, своих кукол и играли в семью. Куклы в каждой деревне старались сделать по-своему, внести что-то свое, новое. В основном дети сами придумывали. Нина Федоровна вспоминает, как в соседней исчезнувшей деревне Комышево сверстники изготавливали куклы. Там просто вот две палочки складываются, обматываются, надеваются вот как бы две ножки, две палочки, две ножки, рука также перекладина, также обматывается платье, фартук, платочек, все. Единственное, что вот отличается, это основа куклы. Там именно уже две ноги, а здесь у нас многоножка. Но там не стоит кукла, а здесь стоит. Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла рассматривалась как эталон рукоделия. Часто на посиделке девочки-подростки брали свои куклы. По ним судили о мастерстве и вкусе их владелицы. Где-то с 5 лет простую куклу уже могла делать любая девочка. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, их хранили в отдельном месте, брали на жатву и посиделки, разрешалось брать и в гости. Шубина Глафира Афанасьевна рассказывала, что ей отец подарил покупную куклу фарфоровую. У нее лицо только было фарфоровое, а остальное все тряпичное. Но этой куклой не играли, ее берегли. Куклу он привез из Москвы, ездил на выставку на ВДНХ, и она стояла только на окошке. И к ней ходили дети любоваться на эту куклу. У нее была пышная юбочка, она была в шляпке, она была дамой. То есть ее было страшно взять в руки. Она выставочная. И вот эту куклу во время войны они обменяли на хлеб. И вот у нее вот эти вот воспоминания остались такие вот яркие, теплые об этой кукле. Изготавливались и тряпичные куклы-обереги. Они считались мощным талисманом. К примеру, кукла-столбушка. Благо, что сохранился способ ее изготовления, и есть кому показать, рассказать. Надежда Плеханова, мастер Волжского дома ремесел, занимается ткачеством поясов, оберегами и куклами. Мы с вами берем ткань. Все ткани должны быть хлопковые. И мы с вами начинаем закручивать столбушку. То есть как бы таким получается роликом небольшим, плотненько-плотненько мы с вами закручиваем. Она была у нас с вами ровненькая. Плотненько мы с вами ее закрутили, нам нужно зафиксировать ее будет ниточкой. По старинным традициям почему-то всегда делали именно 3 узелочка. Они несли какую-то обережную силу, поэтому мы с вами тоже будем завязывать всегда на 3 узелочка. 1, 2 и 3. Мы с вами сделали такую основу нашей куколки-столбушки. Проверяем, она у нас с вами должна быть такая устойчивая, чтобы хорошо стояла. Теперь мы с вами должны будем сделать ей платьишко. На платьишко мы с вами сделали заготовочки уже по размерам нашей столбушки. Начнем мы с вами с рук. То есть мы будем делать с вами руки и ладошки. Мы с вами берем 2 прямоугольничка и 2 треугольничка для ладошек. Мы сейчас с вами сворачиваем ручки таким треугольничком. И начинаем заготовочку нашей руки вместе. То есть, да, мы ее будем делать. Можно сначала отдельно сделать кисти, то есть саму ручку, можно потом уже с рукавчиком.
можно сделать все вместе. Также мы с вами без иголочек только используем нитки. Плотненько скручиваем и завязываем снова на 3 узелочка. Выворачиваем. Вот у нас с вами получается такой рукавчик. Уже готов. То же самое мы с вами делаем со второй рукой. Закипаем ладошку. Снова завязываем ниточкой на 3 узелочка. Тоже выворачиваем. У нас с вами 2 руки уже готовы. Теперь мы будем их соединять с нашей столбушкой. Нам понадобится ткань, которая будет у нас блузочная, да, на блузочку, на рубашечку. Мы с вами одеваем руки, ладошечки. Так вот мы с вами ее сделаем. Высоту руки мы с вами примерно смотрим, да, то есть чтобы она была до середины бедра. То есть ручку мы с вами сделаем. Потом лишнее можно будет срезать. Смотрим, чтобы ручки у нас были одинаковые по размеру. Как украшение нагрудное мы с вами сделаем вот такие тесемочку. Прикладываем нашу куклу. И на основании шеи мы с вами должны все это закрепить тоже ниткой. Скрепляем плотненько. Также на 3 узелочка. У нас с вами получилась такая рубашечка и ручки. Сейчас наша с вами задача сделать под юбочку. Если мы с вами вот так поднимаем, если лишнее, мы можем все это с вами срезать по размеру блузочки. Лишнее убираем. Теперь закрепляем нашу юбочку. Юбочку можно сделать пышненькую, можно сделать не очень пышную, тоже по вашему желанию. На уровне талии мы с вами завязываем также ниточку.
расправляем, чтобы все было ровненько. И переворачиваем. У нас с вами получилась такая юбочка. Сейчас нам нужно будет с вами сделать фартучек ей и повязать платочек. В фартук мы с вами берем ткань, ее загибаем, перевязываем пряжей, опускаем фартучек. И завязываем платочком. Для платочка нам с вами нужен быть такой треугольник из хлопковой ткани. Его загибаем. Завязываем сзади. Такая куколка-столбушка у нас с вами получилась. Не использовав иголки, только ниточку. Кукла занимала значимое место в жизни. Она участвовала в процессе воспитания, являлась как бы проводником детей во взрослую жизнь, связующим звеном поколений. В процессе игры дети обучались основным навыкам, которые были необходимы в быту, перенимали традиции своих отцов и дедов. Так без книг сохранялось наследие предков, передаваясь из уст в уста, от бабушки внучке, от отца сыну. Они обучались народному творчеству, становясь и сами участниками этого занимательного процесса, передавая частичку своей души. Сейчас не встретишь детей, играющих самодельными куклами. Причина затухания интереса к традиционным игрушкам в том, что их, игрушек, стало очень много. Вот каждый день новая кукла, и вот это вот изобилие пересыщение идет у ребенка. А вот эту куклу, когда она сделает сама, она ее не будет, она с ней будет играть постоянно. А не то, что вот в магазине покупили родители. Потому что она может ей новый фартук, новое платье, новый платочек. Тут ведь еще и цвета, еще узоры, еще и платок-то ведь можно выбрать с каким-то узором, можно однотонный, можно в горошек, можно, в общем, вариаций очень много. И еще вот этот вот, когда одевают куколку, они же, родители объясняют, что вот фартук был оберегом для женщины, что без фартука женщина никуда не выходила, что платок должен быть повязан вот так, а не иначе, что без платка женщина в семье не имела права появляться перед мужчиной. В общем, тут и воспитательный процесс очень большой, когда мама или бабушка помогают делать куклу. То есть и это уже закладывается в основу женщины. И то, что женщина должна носить платье, в наше время это очень актуально. На представление ребенка о мире, на его внутреннее состояние игры оказывают большое влияние. И надо признать, что компьютерные игры не могут заменить обычную куклу. Она дает ощущение стабильности и постоянства. Кукла была и остается психологической поддержкой для ребенка в ситуации стресса. Плюс к этому кукла дарит тактильные ощущения, возможность обнять, погладить, а самодельная кукла позволяет развивать у детей творческие начала, воображение, фантазию и в то же время узнавать о традициях и культуре своего народа.